Слава Богу. Slavu Dievam. Хочу начать с вопроса, как дела, церковь? Es gribu sākt ar jautājumu, Как kā дела jums у iet, вас? draudz? У кого трудно сейчас? Кому трудно в этот период жизни, в эти дни? Kam ir Вот smagi одна рука šajās есть. dienās? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отлично, отлично, я не один. У Es меня, neesmu viens. у меня четверг, Ceturtdien, среда, наверное, trešdien. это были очень тяжелые дни. Tas bija ļoti smagas dienas. Ну, внутренние именно. Iekšēji tieši. Хотелось убежать куда-то. Gribējos kaut kur aizskriet. Но ты prom. думаешь, куда ты побежишь? Как бы. Tu domā, nu kur lai es skrienu? А если ты убежишь, Un ja tu aizskriesi, то от себя не убежишь. tad no sevis neaizskriesi. А потом будешь где-то там, ну, лежать на кровати и размышлять о жизни. Pēc tam gulēs tur gultā vai kaut kur domās par savu И dzīvi. что ты самому себе расскажешь о себе? Un ko tu pats sev par sevi Какую izstāstīsi? историю ты сам себе расскажешь? Kādu stāstu tu pats sev Потому что на stāstīsi? самом деле наши решения, наши действия, наши мысли Jo patiesībā mūsu lēmumi, mūsu darbības un и в domas, обществе, и в тайне, когда никто не видит, gan sabiedrībā, gan slepus, kad neviens neko neredz, они напрямую влияют на нас, на нашу самооценку и восприятие себя. tas tieši ietekmē uz mūsu pašvērtējumu un to, kā mēs uztveram sevi. То есть если я или ты сделаем что-то не так в тайне, и об этом никто не будет знать, Ja tu vai es izdarīsim kaut ko ne tā slepenībā un neviens par to ну, nezinās, понятно, что Бог знает, skaidrs, ka Dievs zina, но второе ты знаешь, bet tu zini, твоя совесть знает, tavs sirdsapziņa zina. твое подсознание знает. Ты знаешь, в общем, да. Не будем Zini to, усложнять. tu zini to. И ты тем самым портишь себе жизнь. Un ar to pašu tu bojā savu dzīvi. Поэтому кажется иногда, что мы вот, какая разница? Dažreiz liekas, nu, kāda starpība? Но разница есть. Bet starpība ir Прежде всего перед самим собой. pirmkārt sevis pašu priekšā. Кто может сказать, вот из тех, кто руку поднял, кому сейчас тяжело, в какой сфере, кто готов немножко поделиться без деталей, в какой сфере тяжело сейчас? Kas ir gatavs padalīties, kurā sfērā ir grūtības Есть такие šobrīd? Ir kāds смелые люди? drosmīgais. Есть? Верочка, вы сказали? Я не слышу. Да, что сказали? Да. Здоровье. Здоровье. Боретесь со здоровьем. Veselības problēmas. И как вы себя сейчас чувствуете, значит, Kā вот, jūs jūtaties проходя tagad, этот период? ejot cauri šim Трудно, ceļam? да, но уповаю постоянно на Господа. Grūti, bet es uzticos kungam. Это вот второе, что я хотел спросить. Второе, что я хотел Otrais, ko спросить. es gribēju pajautāt, У вас уже были ситуации, где вам было трудно? vai jums jau ir bijušas situācijas, kad jums bija И grūti, были ли ситуации, где Бог вам помог? vai ir bijušas situācijas, kur Dievs jums ir palīdzējis? Почти всегда помогал, Гандрис, а vienmēr ir остальное palīdzējis. жду, когда поможет. Почти всегда погаю, помогало, как остальное лишь ждете. полицейс. Отлично. И размышления о том, что Бог вам помогал почти всегда, вот вы вспоминаете какие-то ситуации, помогает вам сегодня держаться? Vai domas par to, ka viņš ir palīdzējis jums gandrīz Держаться vienmēr palīdz в вере. turēties šodien? Да, Ticībā, jā, дает силу, tas dod man дает spēku. слово. И все время чувствую его близость рядом. Visu laiku jūt viņa tuvumu. Отец, мы благодарим Тебя за Верочку, Tēvs, mēs pateicamies Tev за par сестру Verustānu, Веру, которая благословение для нас. kas ir svētība mums. И так как Ты уже много раз помогал ей, Tā kā Tu esi daudzreiz у palīdzējis нас есть viņai, надежда, mums ir что и в cerība, этот раз Ты поможешь. ka arī šajā reizē Tu И мы palīdzēsi. молимся, что Твоя рука сильная, Господь. Mēs lūdzam, lai Tava spēcīgā roka Просто сейчас обняла и помогла Вере. tagad apskāv viņu un palīdzētu Благослови viņai. ее во имя Иисуса. Svēt viņu Jēzus vārdā. Аминь. 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 Аллилуйя. Слава Богу. Paldies Dievam! Мы сегодня будем говорить на тему, которую я назвал «Руки любви». Šodien mēs runāsim par tēmu, ko es nosaucu mīlestības rokas. Мне эта тема пришла, когда был в Африке, Šī tēma pie manis atnāca, kad es и biju мне нужно Āfrikā. было проповедовать. Man vajadzēja sludināt. И потом, когда я размышлял о том, что мне нужно проповедовать у нас в церкви, Un, kad es sāku pārdomāt to, ka man ir jāsludina šeit, pie mums draudzē, я просто внутренне понял, что буду проповедовать здесь на эту же тему. es iekšēji sapratu, ka šeit es arī sludināšu par to pašu Но tēmu. во время подготовки чуть-чуть Бог или
мое чтение Писания, не знаю, ну, подкорректировал что-то. Tajā brīdī, kad es gatavojos, Dievs piekuriģēja kādas lietas. И прежде чем я перейду к первому пункту, хочу спросить, сестра Вера, после того, как мы сейчас пообщались, помолились, вам легче стало? Pirms Lūdzu. mēs sāksim, es gribu pajautāt, vai jums palika vieglāk, kad mēs palūdzām. Нет, я имею в виду, может, не физически, внутренне. Varbūt ne fiziski, bet iekšēji. Внутренне, да. Iekšēji, jā. Хочу ободрить каждого из нас, Es gribu uzmundrināt katru no mums. особенно кто поднял руку, что сейчас проходит тяжелый период. Īpaši tie, kas pacēla roku, Есть, kuri iet cauri grūtam periodam. есть момент, Ir brīdis, есть ситуации, ir situācija, которые Господь уже в нашей жизни сделал. ko Dievs jau ir izdarījis mūsu dzīvē. И когда мы об этом размышляем, находясь в новой трудной ситуации, Un kad mēs par to domājam, atrodoties jaunā grūtā это дает нам situācijā, силу tas dod mums и, spēku, как сестра Вера сказала, надежду, un kā māsa Vēra teica, что ticību, Бог и в cerību, этот раз поможет. ka Dievs arī šajā reizē palīdzēs. А если у нас еще есть возможность пообщаться с друг другом, Ja mums ir iespēja būt sadraudzībā vienam ar otru, помолиться за кого-то, palūgt par kādu, рассказать, чтобы за izstāstīt тебя kaut ko, помолились, принять помощь, lai palūdz par tevi, pieņemt то palīdzību, это нам дает еще больше силы и способности продолжать идти. tas dod mums vēl lielāku spēku iet tālāk. Сегодня я хочу об этом поговорить. Šodien es par to gribu pārunāt. Но первый вопрос и первый пункт, который я хочу сказать, Pirmais jautājums un pirmais punkts, ko es gribu pateikt, и он звучит как вопрос, tas skan kā jautājums. действительно ли Бог участвует в нашей жизни? Vai tiešām Dievs piedalās mūsu dzīvē? И сегодня уже много раз с самого начала служения звучало ободрение, что Бог рядом, что Бог сильный, что мы на Него уповаем. Šodien jau no paša dievkalpojuma sākuma skanēja dažādi vārdi, ka Dievs ir līdzās, ka Viņš ir spēcīgs. Смотря на историю своей жизни и на историю вообще, как мир идет, Skatoties uz savu dzīves stāstu un stāstu, kā vispār pasaule iet uz priekšu, у многих людей не раз, я думаю, что у нас, у каждого задается вопрос, Бог, где ты? daudziem cilvēkiem nevienu reizi rodas jautājums, Dievs, kur tu esi? Бог, действительно ли ты действуешь? Dievs, vai tu tiešām darbojies? Я даже когда-то читал фразу, не могу найти ее больше. Es kaut kad lasīju frāzes, vairs to nevaru atrast. Как один человек сказал, что Бог забыл нашу планету, Bet viens cilvēks teica, ka Dievs ir aizmirsis mūsu planētu, что Он отвернулся от нас, ka Viņš ir aizgriezies no mums, и что, может быть, Он когда-то еще пытался нам помочь, un ka iespējams Viņš kādreiz mums centās palīdzēt. но после того, как мы убили Его сына, Он вообще отвернулся от нас. Bet pēc tam, kad mēs nogalinājām viņu dēlu, viņš vispār aizgriezās no mums. И размышляя вот о таких вещах или слушая таких людей, иногда, по-человечески можно понять их. Pārdomājot šīs lietas vai klausoties cilvēkus, kas saka kaut ko līdzīgu, cilvēciski varētu viņus saprast. Я думаю, отчасти, что нас, верующих людей, отличает с ними, это то, что благодать открыла нам глаза. Tas, kas atšķir mūs no šiem cilvēkiem, ir tas, ka žēlstība ir atvērusi mūsu acis. Потому что, когда ты смотришь на происходящее в жизни, Jo tad, kad tu skaties uz to, kas notiek dzīvē, ты думаешь, tev liekas, Бог, ты реально, есть. Dievs, tu tiešām esi? Ты действительно действуешь здесь. Tu tiešām darbojies šeit? Потому что есть очень ужасные вещи, которые происходят прямо сейчас, пока мы разговариваем. Jo ir daudz briesmīgas lietas, kas notiek tieši šajā momentā, kad mēs runājam. И я когда-то давно делился, одна знакомая моя еще с Молдавии, Es dalījos kādreiz, ka mana paziņa no Moldāvijas, она писала, умер близкий ей человек, viņai tuvs cilvēks aizgāja mūžībā, и она вот писала как раз мне и спрашивала, почему, хорошие люди умирают? Знаете, такие un вопросы. viņa man rakstīja un prasīja, kāpēc labi cilvēki mirst. Поднимите руку те, кто знает и переживал в своей жизни действия Бога. Paceliet roku tie, kas zina un ir piedzīvojuši Dieva darbību savā dzīvē. То есть нас так много, что, Mēs esam tik daudz, что иногда, я думаю, вы согласитесь со мной, иногда трудно объяснить даже человеку, почему ты веришь, что Бог есть и что Бог сделал в твоей жизни. Es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka reizēm ir grūti cilvēkam izskaidrot, kāpēc tu tici un
и что Бог делает в твоей жизни. Un ir grūti izskaidrot, ko Dievs dara tavā dzīvē. Но я смотрю на себя, Es skatos uz sevi, на свою историю, uz savu stāstu. на свой путь. Я понимаю, что рука Savu Божья над нами, Es saprotu, ka Dieva roka ir что virs рука mums, Божья с нами. ka Dieva roka ir ar mums. Я хочу прочитать одно место из Писания, Es gribu lasīt vienu и raksturvietu потом расскажу историю. un stāstīšu stāstu. Это Псалом 144 145. psalms с 13 стиха. no 13. panta. «Твое царство вечное, и Твое правление на все поколения. Господь верен своим обещаниям и милостив во всех своих делах. Господь поддерживает всех падающих и поднимает всех низверженных. Глаза всех смотрят на Тебя, и Ты даешь им пищу в свое время. Ты открываешь свою руку и насыщаешь желания всех живущих. Господь праведен во всех своих путях и милостив во всех своих делах. Господь близок ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, слышит их моления и спасает их. Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых уничтожит. Устами своими буду славить Господа, пусть все созданное им прославляет Его святое имя вовеки». Tava valstība ir uz mūžīgiem laikiem, tava valdīšana paliek uz radu radiem. Uzticamības pilns ir tas kungs savos vārdos un svēts visā savā rīcībā. Tas kungs ir atbalsts visiem, kas krīt un padara atkal taisnus visu nomāktos stāvus. Viss acis gaida uz tevi, tu viņiem dod viņu barību savā laikā. Tu atver savu roku un pāēdini visus, kas dzīvo ar labu prātu. Tas kungs ir taisns visos savos ceļos un svēts visos savos darbos. Tas kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc, visiem, kas viņu piesauc patiesībā. Viņš izpild, ko dievbijīgie vēlas, dzird viņu brēkšanu un palīdz viņiem. Tas kungs pasargā visus, kas viņu mīl, bet viņš iznīcinās visus bezdievīgos. Mana mute paudīs tā kunga slavu un visa miesa, lai teic viņa svēto vārdu mūžīgi mūžam. Как мы, если говорить здесь между нами, многие из нас уже проживали и видели руку Божью в своей жизни. Runājot šeit starp mums, daudz no jums ir piedzīvojuši Dieva roku mūsu И мы вот dzīvēs. читаем, что Бог поддерживает, что Он помогает, Un mēs lasām, ka Dievs atbalsta, palīdz, что Он исполняет желания, Он открывает свою руку и исполняет желания людей. ka viņš atver savu roku un piepilda cilvēku vēlēšanās. Конечно, Бог не участвует напрямую в жизни каждого человека. Protams, Dievs nepiedalās tieši katra cilvēka dzīvē. Иисус говорит, что Бог посылает дождь на праведных и неправедных. Ja jūs sakat, ka Dievs sūta lietu gan uz taisniem, gan uz netaisniem, Но согласитесь, если человек отвергает Бога, bet piekritīsiet, ja Dievs atraida Dievu, и если человек ja cilvēks не atraida Dievu, желает быть с Богом, un ja cilvēks nevēlas būt или он не Dievu, живет с Ним, vai viņš nedzīvo ar viņu, как здесь сказано, желание боящихся Его Он исполняет, viņš teica, ka viņš piepildīs dievbijīgo vēlēšanos. то это странно со стороны человека, Tad tas ir dīvaini no cilvēka puses. было бы странно с нашей стороны, Tas būtu dīvaini no mūsu с моей puses, стороны, no manas puses. если я Даниэле скажу, я не хочу с тобой общаться, Ja es Danielai teikšu, es negribu ar tevi я runāt, не хочу иметь с тобой ничего общего, es negribu, lai man ir kaut kas kopīgs и ar буду tevi, жить так, как будто ее нету, es dzīvošu tā, it kā viņas nav, игнорировать ее и не слушать, ignorēšu, vispār но в neklausīšos, какой-то момент bet kādā brīdī кому-то из вас kādam no jums скажу, слушайте, были в одной комнате, что-то Даниэла мне не помогла. pateikšu, nu, ziniet, mēs bijām vienā istabā, bet Daniela man nepalīdzēja. Я ей сам, то есть я с ней не имею никакого контакта. Mums nav ar viņu nekāda kontakta. И то мы знаем, что наш Бог настолько милостивый, что Он проявляет к грешникам любовь. Un mēs zinām, ka mūsu Dievs ir tik ļoti žēlsirdīgs, ka viņš izrāda savu mīlestību И это не grēciniekiem. мы Его искали, а Он нас искал. Un ne mēs viņu meklējam, bet viņš mūs Но meklē. рука Божья, чтобы помогать нам во всех делах в повседневной жизни, Dieva roka, lai palīdzētu ikdienas dzīvē. ее видят верующие люди много, Daudz ticīgie redz viņu, потому что они обращаются к Богу, jo viņi vēršas pie потому что Dieva, они приняли Его любовь. jo viņi pieņēma viņa И ее mīlestību. не так видят неверующие люди, которые не имеют этой связи с Богом. Un šo roku netik daudz redz neticīgi cilvēki, kuriem nav attiecības ar Dievu.
И когда что-то плохое случается, Un, kad notiek kaut kas slikts, обычно тогда человек говорит, а где Бог? parasti tad cilvēks saka, a, kur ir Dievs? А почему он мне не помог? A, kāpēc man viņš nepalīdzēja? А если Бог есть, почему так происходит? Ja Dievs ir, kāpēc tā notiek? И мы не говорим, когда у нас все хорошо, типа, о, Бог, спасибо. Mēs bieži nesakām, Ну, мы, может, говорим, кто поверил в Него, но люди, когда мы не были верующими, мы так не говорили. tie, kas nav ticīgi, viņi parasti nesaka, ah, Dievs, paldies, ka tu palīdzēji man. Ну, иногда мы говорили, слава Богу, что вот так произошло. Dažreiz mēs esam teikuši, Ну, когда paldies неверующие Dievam, были. ka tā ir noticis, Вот. kad Но в bijām целом neticīgi. нету такого понимания. Есть понимание, это я сделал, Bet kopumā nav tāda saprašana, ir saprašana, ka es to izdarīju, я красавчик, esmu я malacis, достиг, es to esmu я panācis, вас научу еще. es jums arī to Ну, и такие вот iemācīšu. разные моменты. Un tāda ir Либо dažādi человек brīži. вообще об этом не думает, просто Bet живет cilvēks себе и par to- наслаждается своими успехами. Vai cilvēks par to nedomā, vienkārši dzīvo un Ну вот izbauda to. Писание нам говорит, что Господь, Он протягивает руку к людям. Bet raksts saka, ka kungs izstiep savu roku cilvēkiem. И в 32-м псалме, Un 33. вы psalmā можете потом прочитать, там сказано, что Бог вникает во все дела людей. jūs varat pēc tam lasīt, bet tur ir teikts, ka Dievs iedziļinās visās lietās. То есть, с одной стороны, у нас есть наши сомнения, есть сомнения каких-то философов, писателей, и есть Слово Божье, которое говорит, что Бог участвует в нашей жизни. No vienas puses ir mūsu šaubas, ir kaut kāda filozofa šaubas, bet mums ir Dieva vārds, kas saka, ka viņš ir klātesošs mūsu dzīvē. И у нас есть прямо здесь в зале, нам даже не надо далеко ходить, сестра Вера, Mums ir šeit pat zālē, mums pat nevajag nekur tālu iet, māsa Vera, которая встречалась, как она сказала, с разными трудностями kas ir tikusies ar dažādām grūtībām и видела руку Божью в этих трудностях. un ir redzējusi Dieva roku šajās grūtībās. И когда я вас спросил, кто тоже видел, больше половины зала, почти весь зал поднял руку. Un kad es pajautāju, kurš no jums ir redzējis Dieva roku, gandrīz visi zāle pacēla roku. То есть ответ на вопрос, действительно ли Бог участвует в нашей жизни, он прямо в этом зале во множественном числе. Tad atbild uz jautājumu, vai tiešām Dievs piedalās mūsu dzīvē šeit zālē. Бабушка Да, Регина Скайпли. рассказывала, как она поехала служить в больницу, Vecmāmiņa Regīna stāstīja, kā viņa brauc kalpot uz slimnīcu и как она послужила людям, которые лежали с ней в одной палате. un kā viņa kalpoja cilvēkiem, kas gulēja ar viņu vienā И я palātā. хочу рассказать историю. Un es gribu izstāstīt vienu stāstu. Перед поездкой в Африку Pirms brauciena uz Āfriku я делился с молодежью об этом. es ar jauniešiem dalījos par to. Мы с ребятами поехали покушать вместе, Mēs ar draugiem braucām pāriest kopā, вернулись домой поздно, atbraucām mājās было vēlu, уже 12 ночи почти. jau bija 12 naktī. И мы ехали по улице, которая вот здесь внизу вдоль речки и идет к Пилскалну. Mēs braucām pa ceļu, kas iet šeit gar upi un uz Pilskalnu ved. Я, Адриан и Кристиан. Es, Adrians un Kristiāns. Мы едем, и где-то было без 10-12 ночи, и вниз по горке идет девушка. Mēs braucām, tas jau bija bez 10, 12, un lejā pa kalnu nāk meitene. И у меня внутри мысль такая, Un man iekšā ir doma, что она ходит ночью. ko viņa staigāt viena Ну, pa nakti. ну, не то, что людям нельзя ходить, просто, Tas nav tā, ka cilvēki Просто- nedrīkst staigāt. просто 12 ночи. Vienkārši 12 Ну, сейчас я naktī. уже понимаю, это была мысль от Духа Святого, потому что она как-то особенно во мне, вопрос этот появился. Tagad es saprotu, ka tā bija svētā gara doma, jo šis jautājums manī И мы tā так īpaši проехали, parādījās. едем. Mēs braucām garām. Я себе думаю, эта мысль начинает, знаете, как Дух Святой тебя вкладывает, что-то, оно начинает в тебе развиваться. Šī doma sāk attīstīties. Ziniet, kā Dievs ieliek caur savu svēto garu kādu domu. Мы завезли Адриана, Mēs aizdām Adriānu, подвезли и поехали с Кристианом домой. braucām ar Kristiānu mājās, И эта мысль внутри меня. un tā doma iekšā А, manī. не, мы проезжали еще раз, обратно ехали. Mēs braucām atpakaļ, И я смотрю, она идет в Пилскалнс. un es skatos, viņa iet uz Pilskalnu. Я думаю, ничего себе, смелая девушка. Es domāju, nu, В drosmīgi 12 meitene. ночи я сам туда не пойду, типа. 12. naktī es pats tur neiet. Ну, кто был в Пилсклане, там темно, как бы там Kas парк ir bijis большой. Pilskalnā, tas zina, ka tur Не, ir не для ночных прогулок, типа. Tā nav vieta, Это одно из моих pastaigām. любимых мест с горы, там, посмотреть и помолиться, постоять. Одно из моих любимых мест у Tā ir Пилскална. viena no manām mīļākajām vietām Pilskalnā. И опять мне эта мысль, она как, подогревается. Может быть, что-то случилось. Atkal šī
doma manī uzkārst, varbūt kaut kas ir Может noticis. быть, ну, да все что угодно я там думал, с телефоном, с друзьями, с транспортом, ну, разные мысли. Man bija dažādas domas tur ar telefonu, transportu Я draugiem. приехал домой, я не Sabrauc сказал mājās. ничего ни Адриану, ни Кристину, Es просто это neteicu вот neko внутри. Kristianam, Это сам. Adrianam, vienkārši iekšēji. И Tā. я такой, надо ехать. Es tā saprotu, nu vajag braukt. Я еду, Es braucu, подъезжаю к Пилскалну, на парковку там. piebraucu šajā stāvvietā pie Pilskalna. Нету ее. Viņas nav tur. Я постоял, посмотрел, Es tā pastāvēju, paskatījos, чтобы вы понимали уровень моего страха. lai jūs saprastu, cik Я думаю, может пойти посмотреть ближе к Пилскалну. Varbūt vajag pamainīt baterijas, ja? Да. Перерывчик. На размышление, что было дальше. А? ЧВД. Да. Аллилуйя. Не работает? А ты включила? Включила. O, О. То это Сережа просто это. Так, чтобы мы подумали глубже, может быть. sakies, Я tur, lai šuču, mēs padomātu. Ну так вот, я думаю, может пойти посмотреть Es туда. domāju, varbūt iet iekšā, tur Я paskatīties. такой, не-не-не. Es domāju, Ну не nē, я, а страх во мне такой, не. bailes manī tā, Ты с nē, такими идеями не перебарщивай. to ar šādām idejām Я nepārspīlē. думаю, ладно, я поехал. Es Я aizbraucu, помолился. es palūdzu. А если вы знаете, с Пилскална нельзя сразу в эту сторону выехать. Надо проехать мост через второй круг и тогда. Ja jūs zināt, no Pilskalna nevar uzreiz izbraukt, tur ir jābrauc uz tiltu un tad ir Я jāapgriežas. еду, смотрю, она по мосту идет. Es braucu un skatos, viņa iet Я pa такой, tiltu. ой. Я остановился на заправке, которая за кругом. Es apstājos benzīntākā, kur... Думаю, es посмотрю, redzu куда идет, apli. может быть, ну, домой думаю, уже. И... Nu, paskatīšos, kur viņi iet, А varbūt сам думаю, mājās что iet. происходит? Un pats domāju, kas notiek Какой-то vispār? парень в 12 ночи смотрит, куда идет какая-то женщина. Kaut kāds puisis skatās, 12 Служитель naktī, церкви. kur iet kaut kāda Ну, meitene. картина такая себе может Kalpošanā. быть. Viņš ir kalpošanā draudzē, nu, aina tā sev. А внутри, вы знаете, ну, кто испытывал, когда Дух Святой говорит, там, ну, Bet iekšēji tā ну, sajūta, куда ты от этого jūs zināt, денешь? ka svētās kāds runā, tad, nu, Я думаю, ладно, es domāju, nu, labi. подождал, выезжаю с заправки, Pagaidījus izbraucu no benzīntāka. смотрю, она идет обратно по мосту в Бауску. Es skatos viņai tā atpakaļ pa tiltu uz Bausku. Я поехал опять на парковку у Пилскална. Es atkal braucu uz stāvvietu Pilskalnā. В общем, она прошла мост, прошла мимо так. Viņa Мы встретились gāja atpakaļ глазами. pa tiltu, gāja garām, mēs satikāmies ar А skatienu. мне страшно подойти к человеку в 12 ночи противоположного пола. Man ir bail pieiet 12. naktī pie pretēji dzimuma cilvēka. Я помолился, выдохнул. Es palūdzu, izelpoju, Опять этот круг на машине сделал. atkal šo aplūstēsi ar И идя mašīnu по главной дороге здесь, как идти к Риме от Пилскална, un ejot pa galveno ceļu, kā iet no Rīmijas uz я Pilskalnu. думаю, остановлюсь Es domāju, apstāšos и спрошу, можно ли вообще с ней начать говорить. un pajautāšu, vai es pat drīkstu ar viņu sākt Но runāt. оказалось, это не девушка, это взрослая женщина, она мамой мне может быть по возрасту. Izrādās, tā bija pieauguša sieviete, tā varētu būt mamma. Я так pēc vecuma. останавливаюсь, Es tā открываю apstājos, окно и говорю, извините, пожалуйста, atveru logu un saku, piedodiet, lūdzu, можно с вами говорить? vai es varu runāt ar jums? И она такая, как будто мы это, да! Un viņa tā, jā, И я такой, точно? es tā, tiešām. Да, конечно. я, Я такой, я протams. припарковался, вышел с машины. Es noliku mašīnu, izgāju no mašīnas. Я говорю, извините, что я, подхожу к вам. Es saku, piedodiet, ka es nāku pie jums. Просто мы ехали с друзьями и рассказываю вот это вот ей, Es как viņai все sāku произошло. stāstīt visu stāstu, kā tas viss И говорю, notika. уже за полночь, уже время, пока я боялся, уже, уже далеко прошло. И я такой, уже поздно, а вы одна гуляете.
У вас все нормально? Kamēr es baidījos, ilgs laiks pagāja, un es saku, ir jau vēls, vai jums viss ir kārtībā? Она такая, да, все нормально. Un viņi saka, jā, viss ir kārtībā. Я говорю, ну, точно? Es saku, tiešām. Реально? Она говорит, просто сегодня похороны были. Viņi saka, vienkārši šodien bija bēres, И мне нужно это время. un man vajag šo laiku. Ну, я уже понимаю, что Дух Святой, ну, действует. Es jau saprotu, ka svētais gars darbojās, И я говорю ей, un es viņai saku, а можно я с вами прогуляюсь? un es viņai saku, es varu par jums pastaigāties? Чуть-чуть, говорю, просто, Nu, ну. nedaudz. И мы начали идти с ней по главной здесь улице. Mēs gājām pa galveno ceļu. И я говорю, ну, рассказала о себе. Es Она говорит, я izstāstīju par вас никогда не sevi. видела. Viņa saka, es jūs Я nekad говорю, ну neesmu да, я в redzējis. Бауске, вот в церкви. Она говорит, Saku. чем занимаешься? Я говорю, вот служу в церкви здесь, там, подрабатываю, ну Jā, такое. esmu šeit draudzē, kalpoju. И говорю ей, я верю, что то, что я к вам подъехал, Un es, подошел, es и saku, эта ka мысль мне пришла, tas, ka es pienācu pie jums, piebraucu, un šī doma atnāca pie manis, это Бог хочет вам показать, tas ir Dievs, kas vēlas parādīt, что Он знает, что с вами ka происходит, Viņš zina, kas ar jums notiek, и Он любит вас. un Viņš mīl jūs. Он заботится. Viņš rūpējās par И jums. мы еще прогулялись чуть-чуть, пообщались. Я рассказал, что поеду в Африку. Mēs vēl pastaigājāmies, es izstāstīju, ka braukšu uz Āfriku. И я не только от темноты, ночью боюсь гулять. Es ne tikai baidos no tumsas, no Я так чуть в naktīm страхе staigāt. предлагаю, можно я за вас помолюсь? Es tā nedaudz bailēs, pajautāju, es varu par jums Она palūgt. такая, да, можно. Viņa tā, jā, var. Я помолился. Es palūdzu. Говорю, Бог любит вас. Es saku, Dievs jūs mīl. И она мне говорит, спасибо. Un viņa saka, paldies. Это то, что мне нужно было. Tas bija tas, kas man bija vajadzīgs. И я просто, ну, я думаю, вы знаете это чувство радости, когда ты сделал что-то, когда Дух Святой через тебя сделал что-то, и это чувство, с которым я ехал домой, ты как будто в раю уже. Es domāju, ka jūs zināt šo te labo sajūtu, ka tu izdarīji kaut ko, ko tev svētais gars mudināja, un es mājās braucu ar tādu sajūtu, kā es jau būtu debesīs. И размышляя вот о таких ситуациях, Un domājot par šādām situācijām, видя, как Бог берет одних людей, чтобы помочь другим людям, redzot, kā Dievs ņem viens cilvēks, lai citiem я просто palīdzētu, понимаю, что да, Его рука простерта к человечеству, простерта каждому из нас. es saprotu, ka jā, viņa roka ir izstiepta pret mums. И Он постоянно сегодня и каждый раз Он призывает человека, иди ко мне, я хочу быть с тобой, я забочусь о тебе. Un viņš vienmēr mūs aicina, nāc pie manis, es par tevi rūpējos. И Давид в одном псалме говорит, Господи, моя душа к тебе льнет, тянется к тебе. Un vienā psalmā Dāvids saka, man dvēsele tiecas pret tevi. И там он говорит дальше, ты правой рукой своей поддерживаешь меня. Un viņš saka, tu ar savu labo roku mani atbalsti. И Господь говорит нам не раз, не бойся, ведь я с тобою. Un Dievs mums nevienreiz saka, nebaidies, esmu ar tevi. Не страшись, ведь я твой Бог. Nebaidies, jo esmu tavs kungs. Я укреплю тебя и помогу тебе. Es tevi stiprināšu un palīdzēšu Я tev. поддержу тебя спасающей правой рукой моей. Es tevi atbalstīšu ar savu labo roku, kas glābj. И мы видим Божье присутствие и Божье участие в жизни людей через историю Его Сына Иисуса Христа. Mēs redzam Dieva klātbūtni caur viņa dēla stāstu. Если проследить историю рождения Иисуса, Ja mēs sekojam līdzi stāstam, kad Jēzus piedzima, мы видим, как сначала происходит зачатие. mēs redzam, kā ir Зачатие. Ну, Мария kā šis забеременела. bērns Дух Божий ieņemts. осенил ее. Потом, когда Иисус рождается, Kad Jēzus piedzimst, вернее, до этого, Бог делает так, чтобы вдруг началась перепись населения. pirms tam, Посчитать, узнать, что за граждане живут pirms в их tam городах. notiek situācija, kad tiek skaitīta tauta, uzrunāt, kas dzīvo И pilsētā. благодаря этому Иисус рождается в том городе, где Он должен родиться по пророчеству. Un pateicoties tam, Jēzus piedzimst pilsētā, kur viņam bija jāpiedzimst pēc pravietojuma. Потом мы видим, как язычники приходят поклониться царю. Pēc tam mēs redzam, ka Волхвы, 3 волхва, мага, звездочеты. mēs redzam, ka Ну да, мудрецы, ka извиняюсь. gudrie Да, nāk gudri. pielūgt.
И kungu. Ирод замышляет вот этот трюк, типа, когда найдете его, расскажите мне, я тоже приду, мы там все поклонимся. Un viņi saka, nu, kad jūs viņu atradīsiet, izstāstiet arī man, mēs tur visi А Бог pielūgsim знает, viņu. что он задумал. Bet Dievs zina, ko viņš ir И Бог ieplānojis. напрямую говорит мудрецам, не идите туда, уходите в другое место. Un Dievs saka tieši gudrajiem, neiet uz to vietu, ejiet И citur. Бог говорит Иисусу, родителям Иисуса, вернее, переезжайте в Египет. Un Dievs saka, ja es vecākiem brauciet uz Ēģipti. То есть мы видим, как в истории Христа все детали Бог своей рукой делает так, чтобы защитить своего Сына, Mēs redzam, Jēzus stāstā, ka Dievs dara viss, saliek visas nianses, lai aizstāvētu savu и чтобы dēlu, lai sargātu исполнить viņu свою волю. un lai piepildītu savu gribu. И это то, что Бог делает в твоей жизни. Un tas ir tas, ko Dievs dara tavā Все dzīvē. ситуации Visas situācijas подбивает так, viņš tās groza tā, чтобы помочь тебе, lai tev чтобы palīdzētu, поддержать тебя, lai tevi чтобы dать atbalstītu, тебе успех, lai dotu tev panākumus, чтобы дать тебе силу пройти. lai dotu spēku iet И Он cauri. своей рукой поддерживает нас. Viņš ar savu roku atbalsta И mūs. иногда, возможно, это не избавление от конкретной вещи или ситуации, Varbūt tā nav atbrīvošanās no kādas lietas vai но своей situācijas, рукой Он дает тебе силу, bet ar savu roku viņš dod tev spēku, радость и мир посреди prieku, шторма. mieru vētras vidū. Потому что мы можем проследить в истории, в рассказах людей, Mēs varam izsekot līdzi cilvēku stāstos vēsturē, как люди на смертном одре, kā cilvēki умирая, mirstot, были намного радостнее, чем многие люди вокруг, bija daudz priecīgāk nekā apkārtējie давали cilvēki. надежду окружающим здоровым людям Deva cerību veselajiem cilvēkiem, kas и, bija apkārt. несли эту веру и любовь Божью окружающим. Viņi nesa šo ticību un Dieva mīlestību apkārtējiem. И это все потому, что рука Божья поддерживает этих людей. Tas viss ir tāpēc, ka Dieva roka atbalsta И мы cilvēkus. видим проявление Божьей любви также в руках Христа. Mēs redzam Dieva mīlestības izpausmi Kristū. Это руки любви, которые взяли на себя наши немощи, наши Tas болезни, mīlestības наши грехи. rokas, kas paņēma uz sevi visu mūsu slimības, Наш grēkus. Спаситель, который стал грехом, чтобы мы стали праведностью Божьей. Mūsu glābējs, kas kļuva par grēku, lai mēs būtu Dieva taisnība. Наш Спаситель, который дал нам примирение с Богом. Mūsu glābējs, kas samierināja mūs ar Dievu. И Он говорит, что никто не забирает у меня жизнь, я отдаю ее, я хочу это сделать. Viņš saka, neviens man neatņem dzīvību, bet es atdodu to un es vēlos И to Он izdarīt. протягивает эти руки любви, чтобы они гвоздями были пробиты, Un viņš izstiep savas mīlestības rokas, lai tās caurdurtu ar naglām, чтобы ты и я был спасен, lai tu un es būtu glābti, чтобы избавить нас от греха lai mūs atpirktu no grēkiem и от смерти страха. un no nāves bailēm. Смерть побеждена, Nāve ir uzvarēta. нам жизнь вечная дана, как мы Mums поем. ir dota mūžīgā dzīvība. И это истина. Un tā ir И мы видим patiesība. Божье проявление, Божью руку любви к нам. Mēs redzam Dieva есть mīlestības много roku mums. историй. Un ir daudz stāstu, которые вы можете рассказать. ko jūs varat И мы stāstīt. призваны это делать. Un mēs esam Поэтому мы aicināti to darīt. ободряем свидетельствовать, говорить, рассказывать. Tāpēc mēs uzmundrinām liecināt, stāstīt, Потому что нам dalīties. нужно видеть руку любви Божьей, Его силу, Его действия среди нас. Jo mums vajag redzēt Dieva mīlestības roku, viņa spēku un darbību mūsos. Потому что неверующим людям или сомневающимся, или тем, кто ищет, надо услышать, что Бог живой, что это не теория. Jo neticīgiem cilvēkiem, kas šaubās, viņiem vajag dzirdēt, ka tā nav teorija, tā ir patiesība. И как человек, как мы с вами можем этот вопрос или участие Бога в жизни пережить в своей жизни, если мы никогда этого не переживали? Tas, kā mēs varam piedzīvot Dieva klātbūtni savā dzīvē, ja mēs nekad nepiedzīvojām to. Конечно, веря Господу, Tas ir, protams, ticot viņam, поверить этим словам, ticot vārdiem, обратиться к Нему, vērsties pie viņa, надеяться на Него, cerēt uz viņu, любить Его. mīlēt И viņu. как сегодня уже и Аня читала, и мы пели, Kā jau šodien Anna lasīja un mēs dziedājām, поднимая свои руки к Господу. paceļot savas rokas. То есть Он Kungam. протягивает к тебе свою руку, Viņš sniedz tev savu roku, и ты протягиваешь к Нему свою руку. un tu izstiep savu roku viņam. И Давид говорит: Dāvids saka, буду славить Тебя, пока я жив, es tevi slavēšu līdz esmu dzīvs, и руки во имя Твое вознесу.
un rokas savas es celšu tavā vārdā. Иеремия в своем послании говорит: вознесем сердца наши и руки к Богу на небесах. Jeremijs saka, pacelsim savas sirdis un rokas uz Dievu debesīs. Когда ты слышишь Божью истину, когда ты слышишь Божье Слово, Kad tu dzirdi Dieva patiesību un dzirdi viņa vārdu, и что-то внутри тебя дает тебе эту веру, эту надежду, уцепиться и поверить: да, это правда то, что сейчас говорят. un kaut kas iekšēji dod tev cerību un iespēju pieķerties tam un teikt, jā, tā ir taisnība, ko То tagad правильный runā, шаг для тебя и меня в этот момент tad pareizais solis tev un man — это сделать шаг веры, ir izdarīt ticības soli, довериться Господу, uzticēties kungam, поднять свои руки к Нему pacelt savas rokas и сказать: viņam Господь, un teikt, kungs, я доверяю. es Или: uzticos. Господь, я хочу попробовать, если ты первый раз это делаешь, Vai, kungs, es gribu pamēģināt, Ja ja tu to dari хочу pirmo reizi. увидеть Тебя. Es gribu redzēt tevi. Помоги мне, Господи. Palīdzi man, Библия kungs. говорит о тебе вот это, и вот это, и вот это. Bībele saka, tur, kur ir tas un šitas. И я поднимаю к тебе руки. Un es paceļu savas rokas. И я отвечаю Твоей любви, Es atbildu tavai mīlestībai своей любовью. ar savu mīlestību. Кто испытывает, когда понимает, как Бог его любит, в ответ к Богу восхищение и любовь? Kas izjūt mīlestību un iedvesmu, kad sajūt, Кто чувствует, как Ответ это no Dieva. оживляет нас изнутри? kurš jūt, kā tas mūs atdzīvina no Ты просто iekšas. идешь, и ты такой: ну, Tu ej un да все, ты уже туда хочешь. viss, un tu gribi uz turieni Ты jau. такой: да, я не знаю, ну горы сверну, да? Es nezinu, es kalnus gāzīšu. А потом боишься в Пилск Un сходить. tad tu Ну, baidies iet pilskalnā. такие мы люди. Tādi mēs esam cilvēki. Но Иисус нам говорит любить Господа, да? Всем сердцем, всей душою, всем разумением. Bet Jēzus saka, lai mēs mīlam Dievu ar visu savu sirdi, И мне dvēseli un prātu. очень нравится Давид. Давид очень нравится, его псалмы. Un man patīk Dāvids, viņa psalmi. Он не боялся прийти к Господу и сказать: Господь, мне так страшно. Viņš nebaidījās iet pie kunga un teikt, Dievs, man tik bail. Или: Господь, вокруг меня смерть, я просто, очень плохо все. Vai, kungs, apkārt man ir nāve, viss ir tik slikti. Господь, услышь меня, пожалуйста. Kungs, dzirdi mani, lūdzu, uzklausi mani. Давид не был харизматом. Dāvids nebija harizmāts. Он не говорил всегда: верой, все хорошо. Viņš neteica ar ticību, viss ir labi. Он говорил: Господь, мне страшно, Viņš teica, kungs, man ir bail, я боюсь. es baidos. Враги ищут меня поглотить, Ienaidnieki cenšas mani но я aprīt, на Тебя уповаю. bet es uzticos Но я tev. поднимаю руки свои к Тебе. Es paceļu savas rokas И pret мы tevi. поднимаем свои руки к Господу с надеждой. Mēs paceļam savas rokas pret kungu Мы ar поднимаем cerību, свои руки к Господу с покаянием. ar grēku nožēlu. Потому что Иеремия здесь, когда говорит, что мы поднимаем сердца наши и руки к Богу, там речь о том, что они каются перед Богом. Jeremijs saka, ka viņi paceļ savas rokas, tas ir brīdī, kad viņi nožēlo grēkus. И апостол Павел Тимофею говорит, что он желает, чтобы мужчины возносили чистые руки, без гнева и сомнений на всяком месте. Un Апостол Павел. apostols Pāvils Timotejam saka, tad es gribu, lai vīri lūdz Dievu katrā vietā, paceltām savas rokas bez dusmām un šaubām. Поэтому, братья, Tāpēc, brāļi, мужчины, vīri, нам надо возносить свои руки Господу mums ir jāpaceļ savas rokas kungam и молиться un jālūdz без гнева bez dusmām и без сомнений. un bez šaubām. Молиться. Это наша Jālūdz. с вами ответственность, это наше с вами призвание перед Господом. Tā ir mūsu atbildība, tas ir aicinājums Dievu priekšā. Последнее местописание про это Pēdējā raksturvieta Псалом par to 142. 143. Говорит: да psalms. будет молитва моя, как возжигание благовоний пред Тобой, и возношение моих рук, как вечернее жертвоприношение. Псалом 140, 2 стих. Вот он. 141. psalms, 2. pants. Mana lūgšana, lai nāk tavā priekšā kā kvēpināmais upuris, mana roku pacelšana kā vakara upuris. Поэтому, если кто-то думает, зачем люди поднимают руки Господу, или первый раз ты с этим встречаешься, Tāpēc, ja kāds domā, kāpēc cilvēki ceļ rokas kungam un vai tu pirmo reizi ar to sastopies, то наша хвала Господу, когда мы поем, tad mūsu slava и Dievam, наши ko mēs руки dziedam, поднятые к un Нему, mūsu paceltās это rokas pret viņu, прообразно, как жертвоприношение Господу, как в Старом Завете было. tas ir kā upuris,
Kā Поэтому, vecajā когда ты руки к derībā bija, Господу поднимаешь, kad tu pacel savus rokas pret kungu, Он это всерьез воспринимает. viņš to nopietni Ему это uztver, нравится. viņam tas Он patīk, это слышит. viņš to dzird, Он это видит. viņš to И redz. когда ты поднимаешь, я и ты поднимаем руки к Господу, Un kad tu un es paceļam savus rokas, говоря, kungam, Господь, надежда моя на Господа, сотворившего небо и землю. sakot, mana cerība ir uz kungu, kas ir radījis debesis un zemi. И оттуда приходит помощь моя. Un no turienes nāk mana То Господь, palīdzība. видя твои руки, Tad kungs redzot tavas видя rokas, твои руки, redzot tavas не rokas, подведет тебя, nepievils tevi, прославит свое имя, slavēs savu vārdu, поможет тебе. palīdzēs tev. Враги твои падут, Tavi а ienaidnieki ты будешь kritīs, стоять un и tu идти. stāvēsi un Аминь. iesi. Amen. И когда мы понимаем, что Бог, Он протягивает к нам свои руки, Un kad mēs saprotam, ka Dievs izstiep savas rokas pret mums, когда мы понимаем, что наш ответ к Нему — это тоже поднять к Нему свои руки, un kad mēs saprotam, ka mūsu atbilde ir arī pacelt и через rokas, это поднятие рук, un caur šo roku образно, pacelšanu līdzībā, ну и практически, и un образно, praktiski un līdzībā, мы не только видим Божье действие в нашей жизни, mēs ne tikai redzam Dieva darbību mūsu dzīvē, но мы также познаем нашего Творца, bet mēs uzzinām mūsu radītāju, соединяемся с Ним, savienojamies ar viņu, и через Его дела, un caur viņa darbiem, или через Его Слово, vai caur viņa vārdu, через Его личность, размышления о Нем, caur viņa personību, pārdomām par мы viņu, познаем, какой Он. mēs uzzinām, И kāds это viņš ir, оживляет нас. un tas atdzīvina mūs. Это дает нам надежду. Tas dod mums Это cerību, дает нам радость. tas dod mums Это prieku, дает нам силу. tas dod mums И когда spēku. мы приходим из этого места, находясь с Господом, Kad mēs iznākam no šīs vietas, esot ar kungu, мы открываем для себя, что Библия призывает нас протягивать руки любви к друг другу. mēs atklājam to, ka Bībele aicina mums izstiept mīlestības rokas pret citiem. По сути, это две заповеди, которые Иисус говорит. Principā tās ir tie divi bauši, ko Dievs saka. Люби Господа Mīli kungu и люби людей. un mīli cilvēkus. Но зачем или как мне любить людей? Priekš kam un kā man mīlēt cilvēkus? Есть кого любить приятно. Ir cilvēks, kurus mīlēt ir Есть кто patīkami. тебя любит, и тебе приятно, тебе легко, легче воздавать им чем-то добрым. Ir cilvēki, kas tevi mīl, un tev tas ir patīkami, un tev ir vieglāk ar kaut ko labu viņiem atbildēt. Но зачем мне любить всех людей? Bet kāpēc man mīlēt visus cilvēkus? Зачем мне заботиться о людях, с которыми я, возможно, на данный момент вообще никак не связан? Kāpēc, lai es rūpētos par cilvēkiem, ar kuriem šobrīd es vispār neesmu saistīts? Но зная, что Бог протягивает к нам свою руку, Bet zinot, ka Dievs stiep savu roku mums, зная, что Он отдал Сына Своего за нас, zinot, ka Viņš ir atdevis savu dēlu par mums, Он отдал, Viņš Он atdeva, открыл руку, Он протянул ее к нам. Viņš izstiep savu roku. Зная, что Сын Божий добровольно открыл свои руки и отдал их тоже. Zinot, ka Dieva dēls atvēra savas rokas brīvprātīgi un atdeva. Какой пример нам показал наш Спаситель? Kādu piemēru parādīja mūsu glābējs? То к чему это нас призывает? Tad uz ko tas aicina mūs? Делать так же. Darīt tieši tāpat. Делать точно так же, как сделал наш Спаситель. Darīt tieši tāpat, kā izdarīja mūsu glābējs. Потому что то, что Он сделал, умиляет наше сердце, Jo tas, ko viņš izdarīja, tas касается сильно нашего сердца, pieskarās mūsu sirdī. дает нам жизнь. Tas dod mums dzīvību. И это то, что ты хочешь дать другим. Un tas ir tas, ko tu gribi iedot citiem. И когда ты понимаешь, что на кресте, когда руки любви Христа были, в них были гвозди, Un kad tu saproti, ka uz krusta Jēzus mīlestības rokas bija, viņās bija iedzītas naglas, а Он молится: Господь, прости им, потому что они не понимают, что делают, bet viņš lūdz Tiesu piedot viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. то тогда ты, смотря на свою жизнь и ситуации, которые есть у тебя, Tad tu skatoties uz savu dzīvi un situācijām, kas ir tev, людям, своим близким cilvēkiem, или saviem другим, tuvajiem vai если кто-то citiem ошибся cilvēkiem, против тебя, ja kāds ir kļūdījies attiecībā pret tevi, то ты также говоришь: Господь, прости им. tad tu tāpat saki, Они не Kungs, понимают, что piedod viņiem, делают. viņi nezina, ko viņi dara. Я желаю им, Господи, чтобы Ты коснулся их, чтобы они перестали делать зло. Kungs, es vēlos, lai tu pieskaries viņiem, lai viņi pārstātu Я darīt не ļaunumu. желаю им зла, Es nevēlu я viņiem не желаю ļaunumu. мести,
Es nevēlu viņiem Я говорю, atriebību. как Господь наш Иисус Христос, Господи, прости им, они не понимают, что делают. Es saku, kā mūsu kungs Jēzus. Kungs, piedod, viņi nezina, ko viņi Потому dara. что Иисус сказал нам с вами, Jo Jēzus mums ir teicis, чтобы мы любили друг друга, lai mēs mīlētu viens otru, как Он возлюбил нас. kā viņš ir mūs iemīlējis. Представьте, Iedomājieties, с частью из вас мы, возможно, даже лично никогда сильно так глубоко не общались. ar daļu no jums mēs iespējams neesam nekad tik dziļi sarunājušies. Но Иисус призывает тебя и меня, Bet Jēzus aicina tevi un mani, чтобы мы друг друга любили, lai mēs mīlētu viens otru, как Он полюбил нас. kā viņš ir iemīlējis mūs. А Он отдал жизнь за нас. Bet viņš atdeva dzīvību par Это mums. значит, что церковь должна быть готова отдать жизнь друг за друга. Tas nozīmē, ka draudzē ir jābūt gatavai atdot dzīvību vienam Я par не otru. знаю, где такую силу взять, Es nezinu, kur tādu spēku ņemt. кроме как встать на колени Kā tikai stāties uz и ceļiem сказать: Господь Иисус, un teikt, kungs Jēzu, помоги, потому что я не такой. palīdz man, jo es neesmu tāds. Ну, я уже делился когда в церкви. Я вообще боли боюсь, например. Es jau esmu dalījies draudzē, man ir, piemēram, bail no sāpēm. Поэтому по-человечески я не знаю, если бы мы жили сейчас во времена гонений, Tāpēc cilvēcīgi es nezinu, ja mēs именно dzīvotu по-человечески, vajāšanas laikā, tieši то сколько бы cilvēcīgi я мог domājot. выдержать и какое бы давление я бы мог сопротивляться. Es nezinu, cik daudz varētu izciest. Я не хочу строить о себе иллюзии, да, там, не бить gribu- в грудь, там, Negribu kaut kādas ilūzijas. я лучше смиренно Stāstīt. приду к Спасителю. Es labāk tā pazemībā nākšu Что, pie Господь, glābēja я, un teikšu, вот, kungs, вот, я сдаюсь, es помоги. esmu šeit, es И padodos я верю, tev. Писание говорит, что Дух Святой в нас, Un es ticu, ka Svētajā raksts saka, ka Svētais gars ir mūsos. и я верю, что Дух Святой дает нам все необходимое для жизни. Un es ticu, ka Svētais gars dod visu И в nepieciešamo нужный dzīvībai. момент Он и в этом даст помощь. Un vajadzīgā brīdī arī tajā viņš dos savu palīdzību. Поэтому я хочу ободрить нас сегодня, Tāpēc es gribu uzmudināt mūs šodien, что руки любви Бога, ka mīlestības rokas, протянутые к нам, или открытые, распростертые к нам, Dieva mīlestības rokas, kas ir atvērtas mums vai и izstieptas, наши руки, распростертые к Нему, un mūsu izstieptās rokas pret viņu, ведут нас к тому, что я протяну эту руку тебе. ved mūs pie tā, ka es tev izstiepšu to Потому roku. что Библия говорит, Jo Bībele saka, апостол Павел учит церковь, apstāsts Pāvils māca savai в draudzē. Деяниях он говорит в 20 главе 35 стихе, Apstuļu darbojas 20. nodaļā 35. «Во pantā. всем, что бы я ни делал, я показывал вам пример того, что так трудясь, мы должны помогать слабым, помня слова Господа Иисуса, блажение давать, чем принимать». Es jums saku, visās lietās esmu rādījis, ka tā strādājot nākas gādāt par vājiem, pieminot kunga Jēzus vārdu, jo viņš pats sacīs, svētīgāk ir dot nekā ņemt. Мы видим, как апостол Павел рассказывает нам, что Яков, Петр и Иоанн, Mēs redzam, kā apstuļs Pāvils stāsta, ka Яков, Якобс, Петр и Иоанн, Pēters апостолы, un Jānis протянули apusturi им руку общения, izstiep viņiem šo sadraudzības roku, что помогло им в служении, в принятии того призвания, которое Бог дал Павлу. kas palīdzēja viņiem pieņemt šo aicinājumu, ko Dievs deva Pāvilam. И я как-то, готовясь, вот этот стих как-то всплыл так особенно, возможно, кому-то надо это из нас. Gatavojoties, šis pants tā parādījās īpaši, varbūt tas kādam no mums ir Может быть, nepieciešams. тебе нужно протянуть кому-то руку общения. Varbūt tev vajag izstiept savu komunikācijas Может roku. быть, тебе нужно увидеть в ком-то призвание и помочь этому человеку. Varbūt tev vajag ieraudzīt kādā aicinājumu un palīdzēt šim cilvēkam. Может быть, тебе нужно кому-то протянуть руку общения. Пусть Дух Может быть, Святой поможет. Tev vajag kādam izstiept savu sadraudzības roku. Послание к римлянам говорит в 15 главе, в 1 стихе, Vēsturi romiešiem 15. pantā. мы сильные Nodaļā, должны pirmajā сносить pantā. немощи бессильных и не себе угождать. Bet mums, kas esam stipri, pienākas nest to vājības, kas nav tik stipri. Каждый из Nedzīvot нас- par patikšanu sev pašiem. Извиняюсь. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savam tuvajam. ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. Jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu sev pašam, bet kā ir rakstīts, to zaimi, kas tevi apsmēja, krītuši uz mani. Мы знаем, что Библия учит нас носить бремена друг друга. Mēs zinām, ka Bībele māca mums nest
viens otra То nastas. есть, когда мы говорим о руках любви, когда мы говорим о помощи, об общении с друг другом, Kad mēs runājam par mīlestības rokām, par palīdzību, par sadraudzību vienam ar это не otru, всегда о том, ну, не всегда о материальных вещах. tas nav vienmēr par materiālām lietām. Недавно у меня был разговор, очень полезный для меня Kādu laiku atpakaļ man bija ļoti vērtīga на saruna этой неделе, šajā nedēļā. где человек, зная какие-то мои слабости, Cilvēks, zinot, kādas manas vājības, я начал разговор, и человек мне какие-то вещи прямо сказал, как это выглядит со стороны, как это есть. es sāku sarunu, un cilvēks man tieši pateica, kā tas izstāsta no malas. И мы поговорили о том, что с этим можно делать. Mēs pārunājām par to, И человек помог ko var- мне ko ar to var izdarīt. найти другого человека, кто поможет мне с этим разбираться. Un cilvēks man palīdzēja atrast vēl vienu cilvēku, kas man palīdzēs То ar to есть tikt иногда galā. твоя забота о другом — это сказать ему правду в любви и проявить заботу. Iespējams, kaut kad tava palīdzība ir pateikt kādam un Проявить izrādīt заботу. savas rūpes. Просто как принцип христианской жизни, Vienkārši kā kristiešu dzīves princips. что христианство — это не о том, чтобы брать, Kristietība nav par to, lai ņemtu, а христианство — это о том, чтобы давать. bet kristietība ir par to, lai dotu. И вы знаете, здесь вот мы только что читали, тут сказано, что сильные должны сносить немощи слабых. Ziniet, mēs tikko lasījām, ka stipriem ir jānes citu vājības. Это нормально, если ты слаб сейчас. Tas ir normāli, ja tu esi novārds. Это нормально, šobrīd. если рядом с тобой человек, который слабый. Tas ir normāli, ja tev blakus sēž cilvēks, kas ir vājš. Ты можешь ободрить его, и мы можем друг друга ободрить, что нам надо держаться. Tu vari uzmundrināt viņu, mēs varam viens otru uzmundrināt, ka mums ir jāturās. Но нам не нужно умничать и говорить человеку вот прям, что вот ему надо твердо стоять, он должен быть сильным и так далее. Ну, в неправильном тоне. Mums nevajag nepareizai tonī tā kā būt pārgudriem un teikt, tev ir jādara tā. Конечно же, Библия также говорит нам поддерживать друг друга в материальных нуждах. Bībele arī saka, atbalstīt viens otru arī materiālās vajadzībās. Кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце, как пребывает в том любовь Божья. Извиняюсь, это Иоанна, 1 Иоанна 3, 17, 18. Я просто думал, может, уже знаешь. Мы приближаемся к концу. 1. Jāņa 3. nodaļa, 17. 18. pants. Bet, kad ir laicīgi man, tad viņš redz savu brāļu ciešanu trūkumu un aizsedz viņam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nec ar mēli, bet arī ar darbiem un ar patiesību. Если брат или послание Якова, 2 глава, 15-16 стих. Jākapa vēstule 2. nodaļa, 15. Если 16. pants. брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Ja brālis vai māsa ir kaili un tiem trūks dienasčās barības, bet kāds no jums viņiem teiktu, ej ar mieru, sildieties un baudiet barību, bet nedot viņiem to, kas miesai vajadzīgs, ko tas palīdz? Почему это так? Kāpēc tas ir tā? Потому что Бог делает по-другому. Jo Dievs dara Он savādāk. заботится, Он дает. Viņš rūpējās, Сказано, viņš что dod. Иисус, Он питает, Он греет церковь. Ir teicis, ka Jēzus pabaro draudz, viņš sasilda draudzi. Конечно, говоря о материальных вещах, здесь нужно здравомыслие, Runājot par materiālām lietām, šeit vajag gudrību, рассудительность. vajag Рассудительность. izsvērt. И мы, как люди, мы не можем пользоваться друг другом. Mēs kā cilvēki, mēs nevaram izmantot То есть viens для меня otru. максимально странно звучит, когда человек говорит: вы христиане, вы должны мне помочь. Man ļoti dīvaini skan, ka cilvēks saka, jūs esat kristieši, jums man ir jāpalīdz. Типа, как на это реагировать вообще, я не Kā uz to знаю. vispār reaģēt? Но Es то, pat что я nezinu. точно знаю, Bet to, ko es tiešām zinu, что Библия говорит каждому из нас, ir tas, ka Bībele saka katram no mums. ну, у кого есть физические способности и так далее. Понятно, Камер. если вы на пенсии, то у вас есть пенсия. Kam ir fiziski, Ну, разные ситуации. iespēja, ir dažādas situācijas, jūs esat pensijā. Но Skaidrs, jūs Библия esat говорит pensijā. каждому из нас трудиться своими руками. Bet Bībele saka katram no mums darīt darbus ar savām rokām. Поэтому понятно, что иногда помочь человеку
Skaidrs, ka Это, ну, не dažreiz дать ему palīdzēt что-то, да, cilvēkam. дать работу, сказать, ты лентяй, там, ну, разное может быть. Tas var būt iedot darbu, pateikt, tu esi tur slings. И, конечно, если вы видите, что человек пользуется вами, то надо обличить человека, прямо в лицо сказать, ты манипулируешь, ты пользуешься. Un ja jūs redzat, ka cilvēks izmanto jūs, par to ir jāsaka tieši sejā un vajag pamācīt viņus, sakot, ka tu manipulē, tu man izmanto. Последнее местописание. Pēdējā raksturvieta, Первое послание к фессалоникийцам, 5 глава, pirmā vēsture Tesaloniķiešiem, 5. nodaļa, 14 и 15 стих. 14.15. pants. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Mēs jums liekam pie sirds, brāļi, pamāciet nekārtīgos, iedrošiniet bailīgos, palīdziet vājiem, esiet pacietīgi pret visiem, pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet aizvien dzenieties pēc tā, kas labs gan paši savā starpā, gan pret citiem. Аллилуйя. Поэтому хочу ободрить каждого из нас. Tāpēc gribu uzmundrināt katru no mums. Бог участвует в нашей жизни. Dievs piedalās Многие из mūsu нас это dzīvē. знают. Daudz no mums to zina. Если ты это не знаешь, кто слушает нас, может быть, онлайн или здесь, Ja tu to nezini, kas skatās mūsu tiešrādē vai šeit, то, может быть, слыша какие-то свидетельства, слыша Божье Слово, вера просыпается в твоем сердце. tad dzirdot kādas liecības, dzirdot Dieva vārdu, ticība tā pamostas sirdī. То я призываю тебя обратиться к Господу, Es aicinu tevi vērsties pie Dieva, обратиться к Нему, подняв к Нему свои руки. vērsties pie Viņa, paceļot savas rokas. И тогда мы можем для себя открыть эту реальность Божью в нашей жизни. Un tad mēs varam sev atklāt šo Dieva realitāti mūsu dzīvē. Если ты христианин, Ja tu esi и kristietis, тебе tяжело сейчас, un tev ir grūti tagad, то помни, что Божья рука поддерживает тебя, как сказал Давид. tad atceries, ka Dieva roka tevi atbalsta, kā teica Dāvids. И как сказала Лиана сегодня, что мы, и спела, что мы в руках Божьих. Kā Как dziedāja Liana сказала, что мы в Liana, ka руках mēs esam Божьих. Dieva rokās. Пусть это ободрит тебя не сдаваться. Lai tas tevi iedrošina nepadoties. И если ты будешь продолжать поднимать свои руки Господу, Ja tu turpināsi celt savas rokas pret kungu, физически и не физически, образно Физически молиться, он, доверять Ему, un Ты увидишь līdzībā, славу ja Божью. tu lūgsi, tad tu ieraudzīsi Dieva godību. и наше общение с Богом, наша связь, эти Mūsu- руки любви наши с Ним, Saikne, mūsu mīlestības rokas ar viņu, ведет нас к тому, что мы протягиваем руки любви к друг другу. tas mūs ved, ka mēs izstiepjam savas И mīlestības давайте rokas в viens этом otram продолжать жить и расти, un turpināsim tajā dzīvot, помогать друг augt, другу и душевно, и духовно, palīdzēt viens otram, и физически, garīgi, dvēseliski, и fiziski. будем людьми и дальше, которые не ждут, чтобы взять, а отдать. Un būsim tie cilvēki, kas neiet, lai paņemtu, bet lai atdotu. Давайте помолимся, давайте встанем. Lūksim, piecelsimies. Аллилуйя. Если ты онлайн нас слушаешь, или ты здесь, и ты никогда не обращался к Господу, Ja tu klausies mūsu online, vai ja tu esi šeit un neesi vērsties nekad pie Dieva, то Бог призывает нас Dievs mūs aicina сегодня šodien прийти к Нему nākt pie Viņa в покаянии, grēku nožēlā, с верой, ar ticību, и ты можешь внутренне просто обратиться к Нему. un tu iekšēji vari vērsties pie Viņa. И я хочу помолиться, Un es gribu lūgt, и ты, если хочешь, можешь повторить эту молитву. un ja tu Если... gribi, tu vari atkārtot šo lūgšanu, Но в целом это не о одной молитве, bet kopumā tas nav par vienu lūgšanu. а это о том, чтобы поверить, Tas ir par to, lai что ticētu, Бог есть, ka Dievs ir, что тем, кто Его ищет, Он воздает, ka tiem, kas viņu meklē, viņš, что ты можешь Апмакса. понять Его, можешь познать Его, ka tu vari saprast viņu, и можешь izzināt идти viņu, вместе с Ним по жизни. un tu vari pa dzīvi iet ar viņu kopā. Потому что Бог говорит верующему человеку: Jo Dievs saka ticīgam cilvēkam, я держу тебя за правую руку, es tur tev aiz labās rokas, я помогаю тебе. es tev palīdzu. Он ведет нас, Viņš mūs Он vada, советует нам, viņš iesaka и Он mums, примет нас во славу свою. un viņš vada savā godībā mūs. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, Debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, я прихожу к Тебе в молитве.
Es nāku šajā lūkšanā pie tevis, и хочу обратиться к Тебе. un es gribu vērsties pie tevis. Я поднимаю к Тебе свои руки, Es paceļu savas rokas pret tevi, потому что хочу увидеть действие Твоей руки. jo es gribu redzēt tavas rokas darbību, Но не только, bet ne tikai больше действий. vairāk darbības, Я хочу vairāk nekā познать darbības. реальность Творца. Es gribu uzzināt radītāju Хочу realitāti. правда познать, что Ты реален, Ты Es gribu настоящий. patiesi saprast, ka tu esi reāls. И поэтому patiess, сегодня я īsts. обращаюсь к Тебе и каюсь в своих грехах. Tāpēc es vēršos šodien pie tevis un nožēloju savus grēkus. И прошу Тебя, прояви себя в моей жизни, Un es lūdzu, parādies manā dzīvē, чтобы мы с Тобой шли за руку, Господи. lai mēs ejam ar tevi aiz rokas. И я делал то, что угодно Тебе. Un es darīju to, kas ir tīkams tev. Во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Отец, и сейчас мы просто хотим прославить Тебя Tēvs, mēs gribam slavēt tevi за Слово tagad Твое, par tavu vārdu, за то, что Ты с нами, par to, ka tu esi ar за mums, то, что рука Твоя ведет нас. ka tava roka vada Так много mūs. свидетельств, Tik daudz liecību, так много историй, tik daudz stāstu, откуда Ты вывел нас, no kurienes tu esi izvedis как Ты mūs, вывел меня и помогаешь и ведешь, Господь. kā tu izved mani un palīdzi И man, многих людей вокруг меня. un daudz cilvēkus Мы все apkārt man. вместе пережили это, Господь. Mēs visi kopā И мы piedzīvojam to, благодарим Тебя un mēs за pateicamies tev силу, par tavu spēku, за надежду. par cerību. Мы благодарим, что рука Твоя поддерживает нас. Mēs pateicamies, ka tava roka mūs Мы atbalsta. благодарим Тебя, что Ты откроешь путь там, где нет пути. Mēs pateicamies, ka tu atvērsi ceļu tur, kur tā nav. И мы благодарим Тебя, что мы найдем источники воды даже в пустыне, Un Господь. mēs pateicamies, ka mēs atradīsim ūdens avotus pat tuksnesī. Потому что, как мы читали, Твое царство, Господь, Jo kā Ты mēs великий. lasījām, tava godība, tava Твое царство не vardība, пройдет никогда, Господь. tava godība nepāries. И мы благодарим за Твою любовь, Иисус. Mēs pateicamies par tavu Мы mīlestību, благодарим за Jēzu. Твою любовь, Отец. Paldies par tavu mīlestību, И Tēvs. честно, Господи, Un godīgi, kungs, мы полюбили Тебя в ответ. Мы полюбили Тебя, mēs iemīlējām tevi, когда открыли Твою любовь к нам. kad mēs atklājām tavu mīlestību. Мы просим, чтобы эту mums. любовь открыли все люди, кто, может быть, еще не открыл вокруг нас. Mēs lūdzam, lai šo mīlestību atklāj visi, kas vēl nav to atklājuši. Мы также сегодня принимаем решение, Господь, Mēs šodien arī pieņemam lēmumu снова и снова, no jauna un no jauna. так же, как и Ты. Tāpat kā tu, Сказать, Господь, прости тем Так. людям, кто причинил нам боль. kungs, piedod tiem cilvēkiem, kas mūs sāpinājuši. Они не понимают, что делают. Viņi nesaprot, ko viņi dara. Это Твоя благодать спасает нас. Tā ir tava žēlstība, kas И glābj нам так mūs. нужно Mums ir tik мы ļoti так nepieciešams. Mēs tā видеть vēlamies действие этой благодати все больше и больше redzēt tavas žēlstības darbības В жизни vēl vairāk наших un семей. vairāk. Mūsu ģimenes dzīvē, наших друзей mūsu draugu в dzīvēs, нашем городе mūsu и в pilsētā. своей жизни лично с Тобой, Господь. Savā dzīvē personīgi ar tevi, kungs. Спасибо, что Ты прощаешь нас. Paldies, ka tu mums piedod. Спасибо, что нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Paldies, ka nav nosodījumi tiem, kas ir Jēzu Kristu. Спасибо, что Твоя рука вытянула нас из ямы. Paldies, ka tava roka ir izvilkusi mūs no bedres. Сегодня мы прощаем друг друга, Šodien mēs piedodam viens otram. прощаем родных и близких, если Piedodam нужно, tuvajiem, ja tas ir прощаем nepieciešams. друзей, Piedodam draugiem, коллег kolēģiem и всех людей. un visiem И cilvēkiem. просим Тебя, Un lūdzam Бог, tev, вытяни их из ямы. kungs, izvēls viņus no Бог, пусть эти bedres. люди обратятся к Тебе, Господь. Dievs, lai šie cilvēki vēršas pie tevis. И не только это, Боже. Un ne tikai tas, Мы kungs. сегодня принимаем прощение Твое для себя. Mēs šodien pieņemam tavu piedošanu mums. Мы верим, Mēs ticam, что Ты принял нас. ka tu esi pieņēmis Поэтому мы mūs. отказываемся от всякого самоосуждения Tāpēc mēs atsakamies no sevis и от nosodīšanas всякого отвержения. un no noraidīšanas. И я хочу сказать Тебе, Un es gribu teikt tev, Бог принял тебя. Dievs ir tevi pieņēmis. Ты принята. Tu esi pieņemta. Ты принята. Tu esi pieņemta. И просто своими устами, Un ar savu muti, верой в сердце, ar ticību sirdī, скажи сегодня, Господи, saki, kungs, я отказываюсь от отвержения. es atsakos no noraidījuma. Я отказываюсь от чувства жертвы. Es atsakos no upura sajūtas. Я верю, что на кресте Иисус висел за меня. Es ticu, ka
Jēzus tika sist krustā par mani. И это потому, что я нужна тебе, Господи. Un tas ir tāpēc, ka esmu Tev vajadzīga, Это kungs. потому, что я твоя теперь верой в Сына Твоего. Tas ir tāpēc, ka esmu Tavā spēkā, Потому что я Твой, Господи. jo esmu Tavs. Отче, мы славим Тебя и благодарим. Tās mēs slavējam И Tevi. просим Тебя исцеления духа, души и тела. Mēs lūdzam gara dvēseles dziedināšanu, Исцеление un мыслей. miesas dziedināšanu, un domu dziedināšanu, Исцеление внутреннего самочувствия. iekšējās sajūtas dziedināšanu. Мы просим, Дух Святой, для каждого, кто онлайн нас смотрит. Mēs lūdzam Svētais Gars katram, kas skatās mums Я tiešraidē. говорю сейчас Твоей душе Es saku Tavai от dvēselē Господа no Kunga и во имя Господа. un Kunga vārdā. Ты свободна, Tu esi brīva, ты исцелена. Tu esi dziedināta. Отпусти это. Atlaid to, Отдай. atdod. Ты со слезами на глазах думаешь, как тяжело тебе это отпустить. Tu ar asarām acīs domā, cik grūti tev ir atlaist Но to. Святой Дух говорит тебе, открой руки, Bet Svētais Gars saka, atver savas rokas, отпусти. atlaid. Это не твое. Tas nav tavs. Это часть тебя, которая была поражена, но это не ты. Отпусти это. Tā ir daļa, kas bija ievainota tevis. Tā neesi tu, atlaid to. И просто скажи, хорошо, Господи, я отдаю это тебе. Un saki, jā, kungs, es atdodu to tev. И сейчас, пока мы молимся, Un tagad, kad mēs lūdzam, что тебе нужно отпустить? ko tev vajag atlaist? Или в какой ситуации тебе уже пора давно было поднять руки к Господу? Kurā situācijā tev jau bija sen laiks pacelt savas rokas pret kungu? Или более того, когда ты последний раз поднимал свои руки к Господу? Vai vēl vairāk, kad tu pēdējo reizi cēli savas rokas О, pret kungu? христианин, O, kristieti, что происходит с тобой? kas notiek ar tevi? Где ты был все Kur это tu время? biji šo visu laiku? Что с тобой происходит? Kas ar tevi notiek? И куда ты пойдешь дальше? Un kur tu ies tālāk? Что ты будешь делать дальше? Ko tu darīsi tālāk? Сегодня рука Божья простерта к тебе. Šodien Dieva roka ir izstiepta pret tevi. И Он говорит тебе, Un viņš saka tev, ты моя, tu esi mana, вернись ко мне. atgriezies pie manis. Но что ты ответишь? Bet ko tu atbildēsi? Пойдешь дальше? Ies tālāk, Зажмешь свои руки? aiztaisīs savus Будешь rokas ciet, злиться с сжатыми кулаками dusmosies ar и уходить в эмоциях? kulakiem, iet emocijās, Или признаешь свою слабость? vai tu atzīsi savu Признаешь свою vājumu, вину savu и netaisnību откроешься vainu своему Господу? un atvērsies savam kungam. Потому что я хочу ободрить тебя. Jo es gribu uzmundrināt tevi. Это важно услышать. To ir svarīgi dzirdēt. Иисус Христос, Jēzus Kristus, Он наш старший брат. viņš ir mūsu nāš vecākais Gospod. brālis un mūsu kungs. Он протягивает к нам свою руку, Viņš izstiep savu roku pret и Он mums. молится за нас, даже когда мы отвернулись от Него. Un viņš lūdz par mums pat arī, ja mēs esam aizgriezušies no viņa. Но если ты полностью отвернешься от Него, Bet ja tu pilnīgi aizgriezīsies no viņa, ты пожалеешь об этом. tu par to nožēlosi. Твоя жизнь пойдет в разруху. Tava dzīve tiks sagrauta. Не потому, что Бог плохой. Nevis tāpēc, ka Dievs ir slikts. Ты сама себя накажешь. Tu pati sevi sodīsi. Мы сами себя наказываем своими делами, Mēs paši sevi у sodam ar которых saviem есть darbiem, последствия. kam ir sekas. Но сегодня, Bet šodien, во имя Господа, Kunga vārdā, Дух Божий обращается к тебе. Dieva gars vēršas pie tevis, Обратись ко мне. vērsies pie manis, Покайся. nožēlo grēkus, Хватит гулять. pietiek staigāt, Хватит бродить по местам, которые я тебе не показывал. pietiek staigāt pa tām vietām, ko es открывал. tev neesmu atvērs. Дух Божий сегодня зовет тебя к себе и зовет тебя домой. Dieva gars šodien sauc tevi pie sevis un sauc tevi mājās. И я прошу тебя, Un es lūdzu чувствуя tev, это от Святого Духа, sajūtu to no svētā gara. откройся Ему. Atveries Перестань viņam, бежать. pārtrauc aizbēgt, Перестань бежать. pārtrauc Ты bēgt. так устала. Tu esi tik ļoti Ты так nogurusi, устал. tu tik ļoti Ты так nogurusies, стремишься, так стараешься. tu tā centies, Но ты пуст. bet tu esi tukšs, Внутри пусто. iekšā ir tukšs, И ты знаешь правду. un tu zini taisnību. И сейчас Иисус Христос стоит с распростертыми руками. Un tagad Jēzus Kristus stāv ar izstieptām rokām. Обнимешь ли ты Его? Vai tu viņu apskausi? Обнимешь ли ты Его? Vai tu viņu apskausi? Давайте еще минуту побудем в молитве, тишине.
Tagad minūte būs savā klusumā un И там, где lūkšanā. нужно тебе открыть свои руки Господу. Un kam ir nepieciešams atvērt savas rokas Там, где kungam. нужно проявить любовь к Господу. Tur, kur vajag izrādīt mīlestību pret Показать kungu, Ему свое уважение. parādīt savu cieņu, Или поверить, что Он протягивает к тебе руку. vai noticēt, ka viņš izstiep tev savas rokas. Или, может быть, тебе пора протянуть руку любви к твоему ближнему. Vai varbūt tev ir jāizstiep savas mīlestības rokas tuvajam. Пора уже. Jau ir laiks. Пора примириться. Ir laiks samierināties. Давайте побудем еще чуть-чуть в молитве. Pabūsim vēl lūkšanā. Отец, мы благодарим Тебя. Tevs, mēs pateicamies Tev. Обними церковь Твою любовью своей. Apskai savu draugu ar savu Пусть mīlestību. каждый из нас сегодня будет вдохновлен Твоей любовью. Lai katrs no mums būtu iedvesmots ar Tavu mīlestību. Ты сильный, Tu esi spēcīgs. Ты жертвенный. Tu upurējies. Ты воскрес из мертвых, Иисус. Tu esi augšām cēlies no mirušajiem. Ты сильный. Tu esi spēcīgs. Ты победил смерть и победил грех. Tu esi uzvarējis nāvi un И мы, grēku. Господи, держа Тебя за руку, Kungs, turot Tevi aiz rokas, вторую руку протягиваем к друг другу. stiepjam otru roku viens pret otru. Будь то родственники, Vai tie būtu Друзья. radinieki, draugi, братья по вере, brāļi кто бы ticībā, это ни был. arī kas tas būtu. Протягиваем руку любви. Mēs izstiepjam savas Мы mīlestības хотим, rokas. чтобы этот мир изменился, Mēs gribam, lai šī pasaule mainās, живя в Твоей любви. dzīvodami Tavā mīlestībā. Поэтому прости нас, где мы твердые. Tev vajadz piedot, kur mēs esam cieti. Помоги нам быть мягкими друг к другу Palīdz būt mīkstiem vienam pret otru. в Твоей любви. Tavā mīlestībā. И пусть Дух Твой Святой Un lai Tavs svētais gars продолжает исцелять нас, turpina dziedināt mūs, продолжает вести нас в молитву с Тобой. turpina vadīt mūs lūgšanā ar Мы Tevi. благословляем Твое имя, Господь. Mēs svētījam Tavu vārdu, Kungs. И мы благодарим Тебя Mēs pateicamies Tev во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā.